Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз с 27 января по 3 февраля 2020 года для весов. Колода Таро покажет нам отношения, работу, финансы, а колода Цыганский оракул даст совет на неделю. Посмотрим сначала, какие главные события будут происходить, на чем мы будем концентрироваться всю эту неделю на самом главном. Здесь у нас выпадает карта десятка жезлов. Две карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Три карты на работу для тех, кто уже имеет работу, для тех, кто ищет, и для тех, у кого свое дело. И одна карта на финансы. Десятка жезлов для характеристики недели. Здесь у нас идет результат нашей деятельности. Скорее всего, придется поработать, придется потратить много усилий, энергии. Вот все эти жезлы, они направлены вот в центр, да, на этих вот людей, которые изображены на карте. То есть все это предстоит сделать нам за эту неделю. Но так как мы знаем, ради чего мы это делаем, у нас сил, конечно, хватит. Карта рекомендует поделить обязанности, не взваливать все на себя, так как сил уже мало остается, потому что вот-вот уже будет результат достигнут. Поэтому нужно, конечно, чтобы была помощь обязательно. Если это дело касается партнерских отношений, это может быть в семье или в работе, то здесь нужно следить за тем, чтобы не было так, что на одном из партнеров вся ответственность, да, то есть нужно делить это все вот в равных пропорциях для того, чтобы не было никаких обид, не было никаких проблем, чтобы не делились потом, что я вот больше сделал, а ты меньше, да, чтобы все было поровну, чтобы все было как бы по справедливости. Кроме того, нужно учиться сотрудничать, нужно учиться работать в коллективе, в паре, нужно учиться брать ответственность на себя в отношениях. То есть, когда мы в отношениях, нам хочется всегда ответственность переложить на другого партнера. Это как бы самое главное испытание, да? А вот для весов на этой неделе важно как раз вот брать ответственность на себя. И в паре, и в коллективе, при любом взаимодействии, что бы ни происходило. Также карта говорит о том, что будет желание на этой неделе вот все бросить. Прям немного не дойдя до цели, до результата, захочется вот все оставить. И как бы нужно обязательно как бы такой вот последний рывок сделать для того, чтобы цель была достигнута. Иначе вот получится так, что можно время упустить, и тогда вот то, что вы хотите, может не получиться. Кроме того, вот эти жезлы, они говорят о том, что нужно расширять круг своих знакомств. Посмотрите, они вот здесь вот все в круг объединены, да, эти жезлы. То есть нужно увеличивать круг знакомств, увеличивать количество связей. Нужно учиться вот всему, что мы, ну как бы в чем мы нуждаемся, что помогает нам в продвижении к цели. Кроме того, здесь карта такого пути, да. Если мы не знаем цель конечную, то нам очень трудно где-то вот брать силы на то, чтобы двигаться дальше. И когда у нас действительно энергия на пределе, на исходе, мы можем действительно все бросить. Но если есть какая-то цель желанная, тогда все равно мы вот потихоньку к ней приближаемся. То есть нужно задуматься о цели, есть ли она у нас и какая она, действительно ли она дает нам сил и энергии, действительно ли она нас заряжает. Давайте посмотрим теперь отношения для весов на эту неделю. Выпадает пятерка чаш и маг. Старший аркан. Для тех, кто в паре, выпадает пятерка чаш. Эта карта говорит о том, что, скорее всего, были какие-то сложности в отношениях, может быть, какие-то обиды, размолвки, либо недели раньше, да, либо вот на этой неделе, может быть. И мы все время об этом только и думаем.
Карта говорит о том, что мы слишком сужаем свою жизнь до вот этих лишь неприятностей. Ведь много всего вокруг нас, а мы видим только отрицательное. Конечно, все, что как бы болит, все, что какие-то отрицательные моменты имеет, да, оно все время притягивает наше внимание. И вот то, что хорошее, то, что нас как бы не беспокоит, оно остается без нашего внимания. И всегда вот трудно переключиться, всегда вот легче оставаться в состоянии там жертвы, в состоянии печали, удручения какого-то, да. Вот это всегда легко. А вот переключиться, переменить свое мышление, как-то забыть о неприятностях и отвернуться вообще от них, вот это всегда сложно. И это главная задача вот в паре на этой неделе. Карта говорит о том, что если, допустим, вас в отношениях что-то расстраивает, нужно нужно просто начать делать что-то полезное для семьи, да, позаботиться там о родителях, допустим, о детях, может быть, просто что-то для дома сделать. Можно заняться карьерными делами, вот горы у нас говорят об этом, да, там, допустим, погрузиться с головой в работу, чтобы не было вот этих мыслей, вот эти мысли, это черные птицы, да, они улетят просто, когда мы займемся чем-то другим. То есть нужно убрать вообще вот этот фокус с печалей с наших, с проблем. Просто перестать этим заниматься и как бы переключить свое внимание. И проблемы, они решатся сами собой. Потому что сколько бы мы вот здесь вот не переживали, толку никакого не будет. То есть мы лишь зря тратим свою энергию и, во-первых, ничего не решаем этим, это уже не вернешь, это уже сделано. И в то же время у нас возможности пропадают. Если мы сможем это сделать, то мы в своих отношениях можем на новый уровень выйти. Мы сможем, вот успокоившись, какие-то вопросы очень важные решить, и это будет намного проще и легче, если вот мы будем оставаться в таком положении. А теперь для тех весов, которые ищут партнера, инициатива ваша приветствуется. Поиск через интернет, да, интернет-сообщество, через сети какие-то, через обучение, допустим, есть люди, которые разделяют ваши интересы, да, и вот в группах по интересам, либо там, где учатся, приобретают знания, тоже есть возможность у вас для знакомства. Но везде ваша инициатива. Нужно уметь показать себя, нужно уметь правильные слова сказать. И здесь вы сами можете изменить это положение. То есть именно от вас вот на этой неделе зависит, познакомитесь вы с человеком, с новым или нет. И если вы действительно это сделаете, вы будете чувствовать себя вот таким магом, волшебником, который свою жизнь переменил. Действительно, все возможности у вас есть для этого на этой неделе, дорогие весы. Для работы. Это те, кто у нас работает, это те, кто ищут работу и свое дело. Выпадает карта отшельника для работы. Эта карта связана с знаком зодиака Девы. Это самые лучшие работники, которые концентрируются на деятельности, и для них вот все остальное не важно. Это все по плану, все к цели, все очень тщательно, да, и вот работа делается самым лучшим образом. Кроме того, могут прийти какие-то очень важные идеи. Если, допустим, не решаются какие-то вопросы, нужно обращаться к людям, которые могут вас чему-то научить, подсказать и так далее. Кроме того, здесь должна быть опора обязательно на какие-то глубокие знания. Если вы действительно хотите, чтобы в вашей сфере деятельности что-то изменилось для вас, нужно как-то глубже начать, может быть, понимать свое дело, стать более таким ярким профессионалом, да. Кроме того, может быть, и отдых потребуется, да, допустим, если вы устали и для вашего здоровья уже слишком много вы
натрудились, да, то есть нужно сделать себе отдых, перерыв. Может быть, эта неделя будет как раз вот таким отпуском небольшим для вас. И вообще карта говорит о том, что нужно на рабочем месте себе создать какой-то уют. Вот здесь на карте изображен снег, и в руках у отшельника фонарь. То есть фонарь – это свет и тепло, да. То есть нужно действительно атмосферу вокруг себя теплую создавать. Может быть, в коллективе какие-то проблемы. Нужно будет как бы отогреть, да, и себя, и других людей. То есть, может быть, что-то такое приятное для всех сделать, да, для того, чтобы атмосфера наладилась. И вообще карта мудрости, может быть, нужно чему-то подучиться еще. Теперь для тех, кто ищет работу, выпадает карта Верховная Жрица, тоже старший аркан. Здесь может быть два предложения, между которыми придется выбирать. Это также может быть работа, связанная с текстами, да, какими-то, может быть, работа, связанная с творчеством, искусством, обучением, преподаванием, с голосом, то есть влияние голосом как-то, да. Это может быть профессия, связанная с психологией, эзотерикой, с подсознанием, да. Вот здесь действительно очень много возможностей открывается, но вот как раз вот для вот тех направлений, про которые я сказала. Кроме того, здесь может действительно помочь женщина, которая занимает довольно-таки такое высокое положение, к которой все прислушиваются. Также, может быть, придется учиться, да, придется учиться, причем, может быть, у вас уже есть какое-то знание, а сейчас нужно его изучить глубоко со всех сторон, да, для того, чтобы вот хорошим профессионалом стать. Ну и вообще у вас действительно вот эта карта, она как портал в будущее, да, то есть действительно открываются очень хорошие перспективы по этой карте. Она также связана с домом, и может быть даже это будет работа на дому. Давайте посмотрим теперь для весов, которые имеют свое дело. Вот они начинают получать какие-то замечательные результаты. Может быть высокая оценка вашими клиентами. Может быть, вы сами получаете удовольствие от того, что вы делаете. Приходят неплохие денежки вам за вашу работу. Конечно, есть куда еще расти, но у вас есть цель, у вас есть идеал, к которому вы стремитесь. И вот сейчас вы на пути и, в принципе, очень даже довольны тем, что имеете. Кроме того, здесь могут быть удачные какие-то проекты, связанные с красотой, с домом, с недвижимостью. Здесь могут быть какие-то проверки, которые успешно завершатся, может быть, какие-то экзамены кто-то сдает, хотя здесь у нас люди своим делом занимаются, ну вот что-то связанное с обучением, возможно, да. Каждый человек, даже если он занимается своим делом, он старается быть на высоте, старается знать как можно больше в своей деятельности. Это вот здесь действительно поможет. Но с денежками все очень даже хорошо, результаты и рост, будущий рост самое главное для вас. Теперь финансы. В финансах происходят очень хорошие такие улучшения. Здесь помощь приходит от людей, которые являются вашими покровителями или учителями. Здесь есть возможность от высших сил помощи, да, по судьбе просто может приходить удача. Могут быть денежки, увеличение финансового потока от расширения ваших возможностей, от расширения, может быть, территориально, да, вы можете уже как бы в новом месте оказывать услуги, да, какие-то или работать. Здесь вот есть возможность каких-то поездок, которые с финансами связаны. Ну, в общем, очень удачная, успешная карта. Карта говорит о том, что в деньгах действительно будет улучшение и рост. Кроме того, карта говорит о том, чтобы расходы и доходы были в таком балансе. Не нужно слишком удерживать, если есть какие-то нужды, нужно приобретать все необходимое. И не нужно
слишком много тратить, да, то есть нужно оставлять какие-то средства на развитие, на рост, на обучение, на расширение своих возможностей. Здесь вот у нас вода изображена. Вода, она ассоциируется у нас с богатством, да, то есть действительно вот может такой поток денег в вашу жизнь пойти на этой неделе, начиная с этой недели, либо заложатся такие возможности на будущее, именно вот начиная с этой недели для весов. Посмотрим, что скажет цыганский оракул, какой совет на неделю даст. Выпадает у нас карта священника. Здесь вот у нас очень много людей, которые связаны с обучением, с мудростью. Вот это у нас учитель-ученик, вот это у нас обучение, и здесь мудрость, и здесь тоже у нас мудрость. То есть получается так, что эта карта еще раз вот подтверждает, что нам для того, чтобы расти, нужно обязательно учиться, нужно искать мудрого совета, нужно искать поддержки людей, которые уже добились того, чего мы хотим еще добиться. В общем, здесь действительно вот самое важное для нас – правильно мыслить, правильно относиться к жизни, к людям, к своему делу, уважать и благодарить тех людей, которые нам помогают. И, может быть, тоже им в чем-то нужна будет наша помощь и поддержка, нужно обязательно ее оказывать, но и обязательно благодарность. Также карта говорит о том, что без этого, без всего мы не преодолеем препятствия, которые вот у нас есть к лучшему будущему. Кроме того, анализ прошлого, анализ событий, может быть, которые как-то негативно на нас повлияли, это тоже нам поможет для того, чтобы двигаться дальше. Друзья, прекрасной недели! Чтобы только самое лучшее сбывалось, чтобы все ваши возможности реализовались. Всего вам доброго, до новых встреч!